Студия Романа Пестерева представляет. Генеральные партнеры Fitness Life, Технопарк Якутия. Здравствуйте! Вы смотрите телеверсию первого онлайн-журнала Якутии «Умный город». С вами Елена Амосова. Сегодня многое из того, что окружает человека, делает его жизнь комфортнее и безопаснее, связано с деятельностью инженеров, которые создают и доводят до потребителя научно-технические достижения. В следующем сюжете смотрите, как прошел второй съезд инженеров Якутии. 30 и 31 октября в Якутске состоялся второй съезд инженеров Республики Саха-Якутия. Его торжественное открытие состоялось в Государственном академическом русском драматическом театре. Здесь же прошло и пленарное заседание съезда, на котором обсудили развитие технологий ЖКХ и энергетики Якутии, проблемы и перспективы развития строительной области, агропромышленного сектора, транспорта, инженерной науки, обеспечения потребностей экономики республики, инженерно-техническими кадрами и другие актуальные вопросы. Первый съезд инженеров Якутии проводился 2 года назад. В нем тогда приняли участие более 400 участников, наших лучших представителей инженерного сообщества. Также были гости из Дании, Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Омска, Иркутска. По итогам первого съезда правительством республики были приняты решения, мы приняли план своих действий. План по реализации резолюции первого съезда содержит мероприятия по основным направлениям нашей жизни. Сегодня, в первую очередь, в республике инженеры максимально задействованы по профилю своей деятельности и трудятся в производственных предприятиях таких отраслей, как добыча полезных ископаемых, электроэнергетика, газовое, коммунальное хозяйство, водоснабжение, строительство, транспорт и связь. Среднесписочная численность составляет 346 тысяч человек, или 69% от численности экономически активного населения республики. С точки зрения обучения хотел бы отдельно остановиться на профориентационной и воспитательной работе инженеров. Считаю, что нам необходима система подготовки инженеров, начиная со школьной скамьи. Далее мы должны подумать о системе производственной практики в наших учебных заведениях среднеспециального и высшего звена. Здесь речь идет о создании неких учебно-производственных баз в кооперации с нашими крупными отраслевыми предприятиями. Считаю, что эту новацию нужно развивать и тиражировать. В республике в одном только федеральном Северо-Восточном университете учится 20 тысяч студентов. А всего в республике студентство насчитывается 40 тысяч. Из них только 2 тысячи готовятся на инженеров. Из них только 2 тысячи. Поэтому Алексей Трещин, он прав в своем выступлении, во главу угла поставил подготовки кадров. Без кадров ни модернизации, ни реформы, ничего не будет в республике. Это простая истина. Здесь также объявили победителя республиканского конкурса «Я инженер». Им стал Захаров Нюргун. Диплом 1-й степени и ключи от призового автомобиля были вручены победителю за проект изменения технологии подготовки и обработки слоев на примере запасов междуэтажного целика. Нюргун Захаров, работник акционерной компании «Алруса», рационализатор. Сами мы знаем, как производственники, как трудно поменять технологии. Человек не только после университета поменял эту технологию, которая работала в течение 50 лет, а еще ввел экономическую выгоду, чего раньше не делали. Мы сегодня собрались для того, чтобы все вместе посоветоваться именно с двигателями этой экономики, с инженерами. Лично я хотел бы по результатам съезда, который сегодня проходит, определенных консолидаций в государственной политике, именно в практике подготовки инженерно-технического состава. Сегодняшний съезд очень хорошо организован для инженерской среды. Наполняемость даже зала показывает большой заинтересованность.
Это второй съезд. То есть рождается новая система. Система подведения итогов, система размышления и система озадачивания. Когда технический прогресс вторгается не только в производство, но в социальную сферу, в жизнь каждого человека. Безусловно, техническая, инженерная грамотность нужна всем. А те технологии сегодня востребованы, и без этого развития не идет. Почему Инду создает, а почему мы не создаем? Мы можем создавать, потому что наши ребята очень способны. Поэтому философия, политика должна повернуться к обществу на инженерное образование. Самое основное для нас – это новые проекты, которые будут озвучены в рамках круглых столов, обсуждения их и продвижения дальнейшего. В республике сегодня уже работает система научно-инновационной деятельности, система поддержки новых проектов, поэтому мы надеемся, что вот с таким большим мозговым штурмом мы сможем отобрать лучшие идеи и принять необходимые меры по их дальнейшему внедрению. Агентство «Недвижимость» в Якутии. 6 лет на рынке недвижимости. Продано более 6500 квартир в новостройках, более 9000 на вторичном рынке жилья. Оформлено около 16 тысяч сделок. Мы ваш ориентир в мире недвижимости. Привлечь покупателей, поднять продажи, стать известными. Это легко, мы вам поможем. Студия Романа Пестерева. ТВ, интернет, билборды, кинотеатры. Делаем рекламу быстро, качественно, креативно. Отличный результат гарантирован. Студия Романа Пестерева. Звоните 25 30 70. Первый в республике онлайн-журнал с телеверсией «Умный город» iGorod.pro поможет читателям расширить кругозор и открыть новый взгляд на мир. Стань частью умного города. Заходи на iGorod.pro. На этом наш выпуск подошел к концу. Вы смотрели телеверсию первого онлайн-журнала Якутии «Умный город». Будьте с нами на iGorod.pro.